По делу Омурбека Текибаева и Душенкула Чотонова суд сегодня до самого вечера вел допрос свидетелей. Среди них было немало новых лиц. Заявление Арстана Алая и его фанатов изучат в рамках лингвистической экспертизы. Теологи опасаются, что некоторые малограмотные граждане могут пойти у него на поводу. Учиться, чтобы потом не пригодиться. По данным Минздрава, только в центрах семейной медицины по республике не хватает 2200 врачей. Но нехватка есть и в госпиталях. Инициировать законы – неправильная обязанность депутатов, считает парламентарий Курманкул Зулушев. Это прерогатива Кабмина. Ему уже возразили политики. И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Елена Кобзева. Ряд важных международных поездок позади. Теперь глава государства посетит регионы. Уже сегодня Сооронбай Жээнбеков уехал в Джалалабадскую область, где проведет 2 дня. За это время, как отмечается, он посетит Токтагульский район и город Каракуль. Прежде всего, президент намерен посмотреть работу предприятий, ориентированных на экспорт. Он проинспектирует водохозяйственные, ирригационные и сельскохозяйственные объекты. Сегодня ему показали работу швейного цеха «Асилим» в селе Каратектыр. Там работает 90 человек. И все, что шьют местные мастерицы, отправляют в Россию. Для расширения этого швейного предприятия местные власти выделили земельный участок. Сегодня рассматривается возможность для оформления льготного кредита. Кроме того, главе государства сегодня показали местную продукцию. На выставке был преимущественно мед токтагульских пчеловодов. Глава государства отметил, что по качеству кыргызстанский мед конкурентоспособен и пользуется спросом на зарубежных рынках благодаря своему качеству и экологичности. Уже на встрече с местными жителями Токтагульского района президент с удовлетворением отметил, что одним из главных направлений государственной политики регионального развития является поддержка малого и среднего бизнеса на местах. Он отметил, что увеличение количества предприятий, подобных такому цеху, способствует развитию экспортного потенциала страны и снижению внутренней миграции путем создания новых рабочих мест. Сооронбай Жээнбеков отметил, что до нынешнего времени бюджетная, налоговая, денежная и кредитная политика государства не учитывала специфику регионов. Подход должен был быть другим. В этой связи сегодня производства сельхозпереработки освобождены от многих налогов и имеют приоритет в получении льготных сельхозкредитов. За последние 8 месяцев таких займов выдали на 19 миллиардов сомов. 80% проектов – инициативы предпринимателей в регионах. Это то, что может сделать правительство, но и местная власть со своей стороны, отметил президент, должна активнее работать на местах. Проводить работу по продвижению цифровизации и реформ, а также мобилизовать соотечественников за рубежом и направлять в правильное русло их помощь. Мы все вместе должны развивать страну. Кыргызстанцы должны почувствовать результат нашей работы, ее эффективность. Когда я в зарубежных поездках встречаюсь с соотечественниками, они всегда говорят, что хотели бы помогать селам, но не знают, как это сделать. Просят, чтобы местная власть организовала соответствующую работу. Вы должны их мобилизовать. Много где проводится работа по мобилизации соотечественников. Открывают фонды и направляют их помощь на развитие села. 9 свидетелей сегодня опросили в суде по делу бывшего депутата Омурбека Текибаева и экс-министра Душенкула Чотонова. Все они были заявлены со стороны защиты. Обвинение свидетелей не представило. Среди тех, кто давал сегодня показания, был и бывший сотрудник МВД Азат Бектимиров. Он подтвердил суду, что в тот самый день, 13 мая 2010 году, когда, согласно показаниям гражданина России Леонида Маевского, он встречался с Чотоновым для переговоров по сумме за контрольный пакет акций Мегакома, он летел в одном вертолете вместе с Чотоновым в Ош. Подсудимые считают, что этот процесс проходит в рамках закона. В Первомайском районном суде продолжается заседание по делу Омурбека Текибаева и Душенкула Чотонова. Напомним, в конце августа Верховный суд направил его в первую инстанцию. Появились изменения в доказательной базе. Теперь статус экс-депутата и бывшего министра чрезвычайных ситуаций обвиняемые. Оба под домашним арестом до 29 октября. Прежний приговор по статье «Коррупция», лишение свободы на 8 лет с конфискацией имущества отменен. Видеосъемку сегодняшнего заседания, кстати, запретили, но журналисты
юристам все-таки позволили поприсутствовать на нем. Отметим, почти сразу же судья вышла из зала заседания, объявив перерыв на 15 минут. Зал судебного заседания начали бушевать. И плюс к этому обвиняемый Текибаев начал руководить процессом в нарушении Кодекса уголовно-процессуального. Согласно статье 282 Уголовно-процессуального кодекса, процессом руководит председательствующий. Все распоряжения подлежат обязательному исполнению. Возможно, она тоже, говорит, тоже недовольна нашим поведением. В знак протеста объявила перерыв и покинула зал суда. Самостоятельно явился из США очень важный свидетель в нашем деле. Он экс-полковник МВД. В 2010 году, 13 мая, он летал на военном вертолете вместе с Чотоновым. Он, узнав, что идет судебный процесс, что его показания может решить судьбу человека, за свой счет прилетел из США. Сегодня вечером он должен вылететь обратно. Вот товарища из США давайте допросим первым. Она не захотела даже услышать наше ходатайство. Она говорит, буду решать сама. Этого свидетеля судья допросила первым. Полковник в отставке сообщил, что 13 мая 2010 года он собирался вылететь из Бишкека в Ош, но рейсы все отменили. От своего начальства он узнал, что несколько высокопоставленных чиновников вылетят в Ош в этот же день на вертолете. В это время на юге республики было неспокойно. По словам свидетеля, прибыв на аэродром Фрунзе-1, он увидел среди этих людей и занимавшего тогда пост министра чрезвычайных ситуаций Душенкула Чотонова. А по версии следствия, он тоже был в деле, участвовал в переговорах, проходивших 13 мая. На суде также допросили еще несколько свидетелей. Главный вопрос к ним – где в 2010 году располагался кабинет Умурбека Текибаева? Ведь по версии адвокатов, главный свидетель обвинения, российский бизнесмен Алексей Модин, солгал и следствию, и суду. Он заявлял, что переговоры по приобретению контрольного пакета «Мегаком» проходили в кабинете Текибаева под номером 306 в Доме правительства. Но, как утверждают свидетели и сам экс-депутат, он никогда не занимал этот кабинет. Суд тогда отнесся критически. Вот некоторых они не стали даже выслушивать. Некоторые из них вообще боялись давать свои показания. Особенно те люди, которые занимают должности в государственных органах, не могли, поскольку они боялись за свою жизнь, за жизнь своих близких людей и вообще за то, что их могут вообще освободить от занимаемой должности. Да? Поэтому они боялись, и нам открыто говорили, что они не могут прийти, поскольку президентом тогда являлся Атамбаев. И сразу всем было понятно абсурдность обвинения, и именно по схеме Атамбаева данный процесс шел. Также защита подставила под сомнение тот факт, что их подзащитный получил взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского. Тот якобы не снимал со своего счета в ВТБ-банке $1 миллион, хотя обещал обратное. Напомним, сам Леонид Маевский утверждал, что Умурбек Текибаев обещал ему посодействовать в покупке акций Альфа-Телеком, но обещание свое не сдержал. Отметим, заседание следующее назначено на 28 октября. Анастасия Соболева, Нурбек Апаров, НТС. Двери Первомайского суда будут по-прежнему закрыты для прессы. Такое решение принял судья Эмиль Каипов в рамках предварительного слушания по незаконному освобождению известного крим-авторитета. Адвокаты обвиняемых требовали, чтобы процесс был открытым, но судья отказал. Он заявил, что материалы непосредственно 27-го тома этого дела содержат секретную информацию, которая общественному разглашению не подлежит. Юристы стороны защиты полагают, что в этом томе могут быть показания врача Эмиля Макинбетова и экс-вице-премьера Шамиля Атаханова. Напомним, что всего обвиняемыми по делу об освобождении вора в законе Батукаева проходят 19 человек. Среди них бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. Ему вменяют обвинения по статьям «Соучастие» и «Коррупция». Сестру крим-авторитета Азиза Батукаева Яху Батукаеву допросили в России. Об этом сообщили адвокаты обвиняемых. Допрос женщины проводили следственные органы России. На встрече присутствовали и представители нашего МВД. Беседа с Яхой Батукаевой проводилась во время досудебного производства. А вот самого отпущенного вора в законе не допрашивали. Сестра Батукаева рассказала о том, что именно она сделала для того, чтобы ее больного брата освободили. Однако конкретных политических лиц, которые ей в этом помогли,
помогали, пояснили адвокаты. Она не звала. Не сочинять, не выдумывать и не творить. Законы следует инициировать и непременно правительству. При участии общественных объединений и активистов. А вот депутатов надо от этой функции избавить. Так как нормативно-правовой акт – это очень сложный документ, разработкой которого должны заниматься профессионалы и юристы. Такое мнение озвучил депутат Курманкул Зулушев. Коллеги по корпусу во мнениях разделились. Не придумывать законы, а принимать те нормы и поправки, которые являются требованием времени и тщательно проработаны компетентными в этой конкретной сфере авторами. Накануне депутат Курманкул Зулушев в интервью радио «Азатык» заявил о том, что законотворческая деятельность не должна напрямую касаться парламентариев. Разрабатывать документы обязаны чиновники, а депутаты их лишь рассматривать, анализировать, может подкорректировать и после проголосовать «за» или «против». Сегодня имеется тысячи законов, противоречащих друг другу. Считаю, что нужно провести тщательную ревизию нормативно-правовых актов. Также за депутатами нужно закрепить отдельных специалистов, с которыми они могли бы консультироваться в написании того или иного документа. И это должен делать аппарат. А вот в Конституции говорится, что придумывать законы – одна из основных обязанностей народных избранников. Ее автор Омурбек Текибаев, комментируя заявление своего бывшего коллеги, первым делом ему об этом и напомнил. Однако это вовсе не означает, что с трибуны парламента можно продвигать все подряд. К творческой деятельности подходить нужно основательно, а законы предлагать только те, что по-настоящему необходимы гражданам, бизнесу и государственным органам. Иначе депутат не депутат, если он не может разработать документ, способный защитить чьи-либо права или отрегулировать проблемы в той или иной сфере деятельности. Только голосовать за то, что выдвинет правительство. Депутат, лишенный возможности выдвинуть проект закона, уже не депутат. Депутаты должны разрабатывать и вносить законопроекты. Иначе зачем они нужны? Отдельные парламентарии выдвигают зачастую вредоносные, алогичные идеи. Остальные члены Джогорку Кенеша поддерживают эти совершенно немыслимые предложения. Боятся обидеть или по каким-то иным причинам. Но это не означает, что нужно вообще убирать норму о законодательной инициативе. Сегодня в парламенте заявляют, инициатива коллеги неплохая и имеет право на существование. Однако подойти к этому вопросу нужно обстоятельно, а не лишать всех подряд возможности разрабатывать законы. Уж точно правильным считают предложение о привлечении специалистов со стороны, которые и в юриспруденции понимают, и непосредственно в теме разбираются. Нужен отдельный институт по разработке законов. Нам нужны помощники, специалисты, чтобы в подготовке законопроекта депутаты учитывали их экспертное мнение. Я вот согласна с тем, что не все депутаты могут вынести на обсуждение и подготовить нужный законопроект. У многих для этого попросту не хватит профильных знаний. Мировой опыт показывает, что в отдельных странах действительно система работает именно так. Депутаты всего лишь соглашаются или отвергают тот или иной проект. Никаких собственных инициатив и разработок. Но если и у нас будет целый институт для разработки нормативно-правовых актов с привлечением по конкретному документу узконаправленных специалистов, тогда у некоторых возникает вопрос, чем же будут заниматься сами парламентарии. Этот созыв Джогорку Кенеша на сегодня официально принял 102 закона и больше 500 постановлений. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС. Предположительно, вандалы разгромили памятники на кладбище в селе Ленинском Чуйской области. Фотографии с разбитыми монументами выложили неравнодушные граждане. Сколько надгробий пострадало от рук варваров, неизвестно. Однако, по словам местных жителей, это явно сделали не животные. Плиты поваленные или разбиты. В Чуйском ГУВД сообщили, что информацию о вандализме приняли и уже начали поиск причастных. Госкомрелигия и Минздрав должны вплотную заняться проверкой Арстанбека Абдылдаева и его сторонников. Такую точку зрения высказывают эксперты. Накануне сразу несколько медицинских работников дали пресс-конференцию. Они призвали отказаться от традиционных методов лечения рака и обратиться к помощи Арстана Алая. Сейчас в Минздраве решается вопрос о проведении внутренних проверок в отношении этих врачей. Подробности в нашем следующем материале. Мы, как медики, интеллигенция, поддерживаем учение и знания Арстана Алая Абдылдаева. В его знаниях и учениях нуждается мировая медицина. На его занятиях я встречала несколько онкобольных на последней стадии. И благодаря, так как человек становится энергопроводником, и человек благодаря именно этой энергии излечивается.
Это заявление медицинских работников шокировало многих. Однако больше всех удивлены были врачи. Сразу 3 медика, кардиолог, медсестра и лаборант объявили, что их кумир Арслан Алай способен помочь в лечении тяжело больных и призвали отказаться от традиционной медицины. В 4-й поликлинике, где трудится одна из участниц пресс-конференции, медсестра Сейнабибу Кудайбергенова, уже началась внутренняя проверка по этому факту. Это для нас был шок. Мы были все удивлены позицией нашей сотрудницы. Я ее пригласила. И, конечно, я поняла, что состояние ее души, так сказать, в данном случае, мне кажется, страдает. И поэтому мы вообще все придерживаемся традиционной медицины. И мы были все очень сильно удивлены. И бурное обсуждение прошло в коллективе. И я думаю, что мы обратим больше внимания и постараемся, чтобы как-то исправить ситуацию. В Минздраве говорят, проверить всех 15 тысяч врачей и тысяч медсестер на психическое состояние вряд ли удастся. Поэтому как реагировать на заявления медработников еще не решили. Сейчас обсуждается возможность служебных проверок по месту работы этих медиков. В министерстве призвали население не поддаваться на уговоры адептов Арслана Алая и в случае подозрения болезни обращаться в медицинские учреждения. В первую очередь я бы рекомендовала обращаться к врачам, которые оказывают традиционный метод лечения, традиционные методы диагностики используют. В первую очередь необходимо знать свой диагноз, а потом уже говорить о лечении и об излечимости или неизлечимости какого-либо заболевания. Проверкой Арслана Алая и его сторонников должны заняться все профильные государственные органы, начиная от Минздрава и заканчивая ГКНБ, говорят эксперты. Все эти заявления самого Абдулдаева, объявившего себя новым богом, и высказывания его адептов о его деятельности несут деструктивный характер, уверены теологи. Что касается опасности от подобного рода заявлений, то, мне кажется, здесь должны заниматься не только теологи или религиоведы, но и также рассматривать это через призму национальной в целом безопасности. Так как мы видим в истории были определенные примеры появления так называемых лжепророков. Но подобного рода заявление, оно выходит за рамки и что-то похоже на коранический персонаж, на коранический и библейский также персонаж фараона, который объявил себя живым воплощением Бога на земле. Поэтому здесь, конечно, нужно это все рассматривать со всех сторон, в том числе и с медицинской. В Госкомрелигии, говорят, уже начали внимательно изучать деятельность Арслана Алая. Специалисты ведут регулярный мониторинг его заявлений. В отношении него даже поступил запрос из Жугурху-Кенеша на предмет допустимости высказываний о собственной божественности. Был сделан запрос в Государственную комиссию по делам религии Кыргызской республики о проведении лингвистической экспертизы. По данному вопросу Госкомиссия ответила, что данный вопрос не входит в компетенцию Госкомиссии и необходимо рекомендовала направить непосредственно в Государственную судебную экспертную службу при правительстве Кыргызской республики, которая является специализированным учреждением для проведения экспертизы. Пока мы не видим религиозной деятельности, проводимой со стороны данного человека или его сторонников, поэтому мы не говорим, что здесь есть религиозная деятельность. То, что его высказывания в средствах массовой информации, которые говорят, что я Бог, сегодня у нас демократическое правовое государство, где присутствует такое право, как свобода слова. Однако пока предъявить Арслану Алаю какие-то претензии в части религиозной ситуации Госкомиссия не может. Не исключено, что решение о его дальнейшей проверке будет принято по результатам заключения государственной экспертизы. Как скоро закончится это исследование, неизвестно. Игорь Потанин, Сардар Ашарбаев, НТС. Болезни молодеют, вирусы мутируют, пациенты идут за медицинской помощью, но врачей ее оказывать быстро и качественно не хватает. По республике на первичном уровне на сегодняшний день требуется около 2200 докторов. 800 из них – семейные врачи, остальные – узкие специалисты. Еще 1800 медиков нужны стационарам. Про ФАПы и вовсе говорить не приходится. Завлечь молодежь в отдаленные села выходит редко. Преимущественно туда приезжают свои же жители, отучившиеся по бюджетной квоте в мединституте. Почему медицина, оставаясь привлекательной для абитуриентов, не пополняется работающими кадрами?
Профессию, с которой Чолпон Рыспекова связала свою судьбу, она выбрала еще в детстве. Говорит, будучи маленькой, мечтала об одном – чтобы дети никогда не болели. В 2014 году, окончив ординатуру, начала работать педиатром. И вот уже 5-й год трудится в 3-й детской больнице. Свою работу любит, несмотря на все сложности – маленькую зарплату и большую нагрузку. Идет круглосуточный прием, здесь работает 2 врача. В день на одного врача выходит где-то 50-60 дней. Бывает и 70-80, это в зависимости от того, сколько поступает. А так в целом за сутки мы принимаем от 150 до 200 доходит, когда идет вспышка вирусной инфекции. Наплыв народу очень много бывает, особенно в вечернее время. Аналогичная ситуация и с другими медиками всех специализаций. Так, по данным Минздрава, в центрах семейной медицины на первичном уровне не хватает 2200 врачей по республике. 810 из них – семейные врачи. Остальные – узкие специалисты, такие как лор-врачи, невропатологи, стоматологи, гинекологи, нефрологи. Но дефицит наблюдается не только в поликлиниках. В стационарах ситуация не лучше. На сегодня потребность в квалифицированных кадрах там составляет почти 1800 докторов, 240 из которых анестезиологи и реаниматологи. По данным Центра электронного здравоохранения, на 10 тысяч населения приходится всего 21 врач. Если говорить о столице, то население растет, а государственных поликлиник с полностью укомплектованным штатом больше не становится. Круглосуточно работают 18 врачей. В день, каждый день у нас проходит где-то 500-600 больных. Это большая нагрузка. Например, по травмпункту только каждый день около где-то около 300 больных. Например, хирургический прием принимает около 100. Соматический прием больше 150 больных принимает. Вот так получается. Нагрузка очень большая. В министерстве же, в свою очередь, говорят, что делают все возможное, чтобы привлекать хороших медиков в государственные больницы. Разрабатывают различные программы, в особенности для тех врачей, которые готовы поехать работать в регионы для оказания, как правило, первой медицинской помощи. Не секрет, что условия труда в отдаленных селах не самые продвинутые. Фельдшерско-акушерские пункты представляют собой совсем небольшие медучреждения, куда сельчане приходят за первой медицинской помощью. Для того, чтобы там было кому принять пациентов, например, с ОРВИ или помочь при внезапном приступе острой боли, работает программа «Депозит молодого врача». У нас есть одна очень хорошая программа «Депозит молодого врача». Если до 2019 года у нас квота была на 150 человек, в этом году добавили еще 25 мест. И того, начиная с 2019 года, 175 молодых специалистов могут трудоустроиться. Чем хорош вот этот депозит молодого врача? То есть он к основной своей заработной плате, которую гарантированной заработной плате, ежеквартально может получать определенную сумму. Например, это около 38 тысяч, то есть молодой специалист может получить к своей гарантированной заработной плате. Каждый год выпускаются около 2000 ординаторов, из них 280 обучаются на бюджетной основе, которых далее распределяют по регионам. Но, несмотря на такое количество выпускников, врачей все же не хватает. Чуть более 6 миллионов населения Кыргызстана лечат 13,5 тысяч медиков. После реформы Минздрава, когда многих узких специалистов направили пройти переобучение и переквалифицироваться в семейных врачей, были те, кто протестовал против таких перемен, а другие из госбольниц и вовсе ушли в частные. Однако в Минздраве этот шаг назвали правильным, ведь порядка 80% всех обращений пациентов можно обслужить в центрах семейной медицины. Это же отразилось и на зарплате. По данным Минздрава, если врач дает хорошие показатели по установленным 12 индикаторам, в месяц он может получить от 21 тысячи сомов и больше. Однако медики признаются, что мало кому удается достигнуть таких результатов, соответственно, и денежного заработка. В итоге работать грамотные врачи предпочитают в частных медцентрах или вовсе уезжают за границу, где как квалифицированные специалисты они даже могут на упрощенных условиях получить гражданство. В частности, в начале этого месяца Минтруда России выступила с предложением упростить натурализацию врачей мигрантов из постсоветских стран. Джангл Мырза Дуйшинбекова, Самат Далатахунов, НТС.
В Аше девушка оставила своего 5-месячного ребенка возле дверей гостиницы. Позже выяснилось, что так она хотела отомстить мужу. Малыша нашли 15 октября. Сотрудники гостиницы обнаружили его на пороге вечером. В свертке лежал мальчик. Они сразу же вызвали милицию, а испугавшись за его состояние, позвонили и в скорую. Маму, как сообщается, уже нашли. Ею оказалась 33-летняя уроженка Каракульдинского района. Если запрет не работает, значит, нужно усилить наказание. Несколько депутатов в парламенте предлагают более жестко наказывать собственников, которые сдают квартиры на час и посуточно. Указать конкретные меры они предлагают в жилищном кодексе и кодексе о нарушениях. Законодатели отмечают, что есть норма, согласно которой сдавать частную квартиру под офис, салон или тем более гостиницу карается штрафом. А вот что под собой сегодня подразумевает такое понятие, как гостиница, нигде не указано. В итоге многие добросовестные владельцы недвижимости, сдавая жилье порядочным гражданам, тоже подпадают под штрафы. Ведь арендованные на короткое время квартиры не всегда притон, отмечают депутаты, и обещают прояснить также еще одну сомнительную формулировку – постоянное проживание. Учителя, которых нет, но которые стабильно получают заработную плату. Как выяснилось, имеется и такая махинация. Чтобы искоренить практику выплат мертвым душам, Министерство образования и науки планирует автоматизировать этот процесс. В ведомстве уже готовят технические требования для разработчиков программы. До сих пор централизованная бухгалтерия получает расчет заработной платы в бумажной форме. Проверки счетной палаты, прокуратуры и ГСБЭП подтвердили факты нарушений при начислении зарплаты и использовании средств стимулирующего фонда. Контрольно-пропускной пункт Акджол на границе с Казахстаном в ближайшее время начнут ремонтировать. Об этом стало известно после переговоров министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым. Чиновники отметили, что первым делом необходимо возобновить работу пункта пропуска Кичи-Капка, так как Акджол и Актилек нуждаются в серьезной модернизации. Атамкулов сообщил, что казахская сторона готова начать реконструкцию пункта пропуска Кордай синхронно с Акджолом. Причем, по словам министров, сделать это планируется до конца текущего года. В этой связи водителям и гражданам нужно будет учитывать предстоящие ремонтные работы и заранее планировать свои поездки. Быстро и удобно, а главное – никаких очередей. В гипермаркете «Фрунзе Гурме», что расположен в торговом центре Дурдой Плаза 2 в Бишкеке, появились 2 кассы самообслуживания. Эти кассы работают наряду с другими, но позволяют клиентам самим посчитать сумму за свои покупки, без ожидания в длинной очереди. Клиенту нужно просто просканировать весь товар и оплатить за него банковской картой. Уже год в торговом центре Дурдой Плаза 2 работает гипермаркет «Фрунзе Гурме». Покупатели здесь радуют широкий ассортимент товаров по доступным ценам. Найти на прилавках магазина можно все, что нужно, сразу и в одном месте. За покупками сюда ходят всей семьей. Именно здесь мультиформатная розничная сеть «Фрунзе» начала внедрять новшества. В гипермаркете «Фрунзе Гурме» появились кассы самообслуживания. Современные технологии позволят быстро оплатить покупку. На случай, если появятся вопросы, на помощь придут консультанты гипермаркета «Фрунзе Гурме». Они покажут и расскажут, как пользоваться такими кассами. На мониторе есть специальная кнопка «Вызвать менеджера». Начать покупку и просканируем каждый товар. Если есть бонусная карточка, просканируем здесь. И оплатим банковской карточкой. Поэтому поход за продуктами в гипермаркет «Фрунзе Гурме» пройдет быстро, удобно и не обязательно стоять в очереди. Все делает сам клиент. Занимает эта процедура всего ничего. Расчет пока безналичный. Достаточно самому отсканировать каждый товар и оплатить его банковской картой. Можно использовать дисконтные накопительные карты, а также подарочные сертификаты. В кассах самообслуживания действуют стандартные услуги сети гипермаркетов «Фрунзе». Первыми новшества оценили жители столицы. Мы уже здесь несколько раз так пользуемся.
этой кассы. В принципе, удобно, потому что в обед, например, мы здесь недалеко работаем, бывают большие очереди. Чек такая касса тоже выдаст, и можно отправляться по своим делам. Касс самообслуживания пока 2. Наряду с ними в гипермаркете «Фрунзе Гурме» продолжают работать и другие привычные кассы, где товары из вашей корзинки или тележки сканирует кассир. Через него вы и расплачиваетесь за покупки, он же выдает вам сдачу. Мы приняли такое решение, желая идти в ногу со временем и инновациям. Также сделая процесс покупки для клиентов наших магазинов проще и удобнее, и быстрее. Системы самообслуживания популярны во многих странах, и с каждым годом спрос в них всегда растет. Отныне каждый кыргызстанец может воспользоваться новой системой оплаты в сети «Фрунзе». Целью внедрения такого масштабного проекта стало повышение скорости совершения операций покупателей. И, конечно же, это комфорт. Мы следуем новым тенденциям рынка и заботимся о комфорте наших покупателей. Мультиформатная сеть «Фрунзе» включает в себя 36 гипермаркетов по всей республике. Их общая площадь составляет более 70 тысяч квадратных метров. На рынке Кыргызстана мультиформатная сеть «Фрунзе» с 2011 года. В ближайшее время в гипермаркетах «Фрунзе» по всей стране появится еще 100 касс самообслуживания. В этот масштабный проект крупнейшая мультиформатная розничная сеть «Фрунзе» внедрит более 7 миллионов сомов. И на этом наш выпуск завершен. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире.